Цхинвале прошло рабочее совещание с участием инвесторов, на котором обсуждались перспективы развития республики и инвестиционные проекты. В работе совещания приняло участие делегация Минэкономразвития России и представители АО «Кавказ РФ» во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. В первую очередь гостей поприветствовал председатель правительства Константин Джусоев. Он подчеркнул, что республика готова к конструктивному сотрудничеству и открыта для новых идей и инвестиций. Недавно прошел экономический форум, и уже как следствие мы сегодня собрались с нашими потенциальными инвесторами. Несколько дней они провели в республике, познакомились с инвестиционными площадками, что, конечно, огромное спасибо вам, Сергей Макарович, всем нашим коллегам. Я думаю, что для нас, для Южной Осетии, это очень важный этап начала нового пути к развитию экономики. Заместитель министра экономразвития России Сергей Назаров подчеркнул, что представители бизнеса Российской Федерации, принимающие участие во встрече, имеют практический опыт в реализации проектов в самых разных направлениях. Данный факт имеет большое значение для успешной реализации инициатив в Южной Осетии. У нас есть на сегодняшний день решения, принятые президентом России по обращению президента Южной Осетии по льготному кредитованию. Значит, это льготное кредитование с 2026 года предполагает реализацию проектов. У нас есть представители банка ВТБ, Россельхозбанка и ВЭБа, которые так или иначе, насколько я понимаю, что у нас ВТБ оценил ряд проектов, предлагаемых к реализации. Россельхоз, наверное, пока еще этого не сделал, но тем не менее я бы хотел, чтобы мы как раз вот в рамках оценки и соответственно, понимания банков, оценку банков состояния, что какие направления они видят в кредитовании, чтобы у нас максимальный эффект мы получили с точки зрения развития экономики республики. Министр экономразвития Южной Осетии Сармат Кутаев рассказал о реализуемых проектах на территории Южной Осетии. У нас, в общем, есть уникальные возможности. Это и природно-климатические, это и полезные ископаемые, это и вода, которая целебная у нас. И по некоторым из таких направлений уже есть определенные инвестиции, реализуются определенные инвестиционные проекты. Это у нас такие предприятия, как Алания Лес, Импульс А. Сегодня вы их посмотрели. Но помимо этого на территории Южной Осетии на сегодняшний день реализуются такие проекты, как создание предприятия по переработке плодоовощной продукции, производство базальтового волокна, расширение пивоваренного производства, создание тепличного хозяйства. Проекты сейчас уже выходят из инвестиционной стадии на стадию выхода на рынок. И вот в этой части, как вы уже отметили, мы просили Кавказ РФ помощи с выходом на российские рынки и обсудили ряд предложений. Бизнесмены уже заинтересовались инвестиционным потенциалом Южной Осетии. На самом деле соглашусь с предыдущим выступающим о том, что здесь уникальный климат, уникальное географическое расположение. Здесь есть все, чтобы вырастить не только яблоки, но и те фрукты, которых нуждается и рынок Южной Осетии, и рынок Российской Федерации, особенно российской, потому что он очень большой и емкий. Но, скажем, как нам сейчас видится на первом этапе, можно реализовывать как маленькие проекты, то, что мы говорили, для личных подсобных хозяйств, так и большие в части закладки, 200, 300, 500 гектаров, с этим тоже никаких. Российская сторона также предоставила свои рекомендации по уже существующим проектам. Далее участники совещания обсудили и потенциальные инвестиционные направления, такие как развитие инфраструктуры, туризм, сельское хозяйство. Гендиректор АО ИГХРУС Павел Шестопалов отметил энергетический потенциал наших рек. В первую очередь, конечно, хотелось бы начать с Замкарского водохранилища, небезызвестного всем, которое на сегодняшний день спущено. И грех не использовать уже то, что было построено в советское время. Надо провести оценку состояния непосредственно самой плотины.
И я думаю, что мы предложим какое-то техническое решение, которое позволит по максимуму получить мощность на этом водотоке. Также можно будет рассмотреть ниже по течению еще каскад после Зангезурского водохранилища, каскад несколько небольших станций, которые будут работать также по водотоку. Но здесь нужна помощь. Нужна помощь администрации. Нам в первую очередь нужны материалы по воде. Если есть какие-то архивные материалы, мы с удовольствием бы их посмотрели вместе с вашими коллегами. Если нет, то было бы очень хорошо организовать гидрологические посты. Шестопалов также добавил, что климатические условия Южной Осетии позволяют использовать не только гидро, но и солнечную энергию. Возможно, мы посмотрим по Зангезуру кластер с установкой солнечных панелей в дополнение к тем мощностям, которые будет выдавать сама река. В Южной Осетии планируется запустить уже существующие предприятия, которые ранее по тем или иным причинам не функционировали. Это производство мясоперерабатывающее производство «Ростов». Это вода, она была представлена у нас на форуме, это ЭДИС. То есть там нужны не такие уже большие вложения, которые требует тут банка. Нам тут нужны будут, наверное, оборотные средства. То есть есть у нас потенциал, который мы можем сейчас вот здесь использовать у нас в Южной Осетии, не привлекая таких огромных, таких больших средств. В завершении встречи Назаров подчеркнул, что российская сторона готова к тесному взаимодействию. Важно отметить, что совещание стало платформой для обмена мнениями и формирования конструктивного диалога между представителями бизнеса и власти. В работе совещания приняли участие и местные предприниматели. Агунда Губозова, Ринат Медоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.